Соңғы бірнеше жыл ішінде 9 сынып оқушыларының білім сапасының төмендігі мәселесімен бетпе-бет келіп отырмыз. Былтырғы оқу жылының қорытындысы бойынша көптеген оқушылардан, мұғалімдерден, ата-аналардан шағымдар түскен бір сынып анықталды. Әрине 9 сынып болғандықтан алда мемлекеттік емтихандар тұр, мамандық таңдау мәселесі тұр. Осыған орай біз осы 9 сыныпты зерттеу нысаны ретінде таңдап отырмыз. На наш опыт в первом исследовании в 2020 году, когда мы собрали очень большое количество данных и не смогли их систематизировать и сделать выводы, в этот раз мы наиболее тщательно подошли к выбору метода сбора. Мы остановились на анкетировании, на фокус-группах с учениками и учителями и на наблюдении. На наших еженедельных встречах мы обсуждали валидность и объективность выбранных данных. По нашему мнению, такое сочетание, такой комплексный подход помог нам в выборе действия и выработке рекомендаций для улучшения обучения и преподавания в исследуемом классе. Распределение ролей сыграло значительную роль в успешной работе проекта. Каждый участник имел свою зону ответственности. Учителя проводили наблюдения за уроками, проводили интервью с учениками и собирали данные. Завуч поддерживала связь с предметниками, а директор организовывала сбор информации через опросы. Она не просто контролировала процесс, а активно слушала мнение участников, проводила опросы и учитывала обратную связь. Это позволяло своевременно корректировать работу и принимать обоснованные решения. Такой подход помог рассмотреть ситуацию с разных сторон и выявить реальные проблемы. В рамках исследования проводились наблюдения. Во время нашего наблюдения мы старались отметить, что влияет на вовлеченность учеников и как работает каждый учитель. Особенно интересным стал опыт молодого специалиста, учителя казахского языка. Проведя анализ динамики своего класса, она отметила, что у учеников не только низкий уровень вовлеченности, но и есть существенные пробелы в знаниях. Поэтому она пересмотрела ход планирования, действуя от простого к сложному. К сожалению, наши исследования, направленные на повышение интереса учащихся 9 класса к обучению, не привело к ожидаемым результатам в плане повышения качества знаний. Основной проблемой оказалось неэффективное планирование уроков некоторыми педагогами, что повлияло на конструктивную обратную связь и оценку реального прогресса, а также снизило эффективность взаимодействия между учителями и учениками. Тем не менее, наше исследование оказалось диагностическим и полезным для нас, поскольку помогло выявить проблему и ориентир для профессионального роста педагогов.